За менее чем полдня глава республики успел побывать в селе Первый Нерюктянск, пострадавший от паводка. Фактическое проживание составляет 777 человек. Из них количество пострадавших составляет 399 человек. На данный момент подтоплено 115 жилых домов. Из них частичному подтоплению подвержены 66 домов, полному 49 жилых домов, которые к восстановлению не подлежат. Жители села обозначили вопросы, которые предстоит рассмотреть подробнее. Ни кирпича, ни того, ничего нету. Вот так с нуля будем начинать. Выходим с положения как-то. У нас ни дров, ничего нету сейчас дома. У меня лично около 30 кубов дрова, все уплыло. Ну а что, тут плакать будем, что ли? Мы такое проходили уже. Сейчас тоже засучивая рукава будем работать. Вот такие дела. В эти дни в наследии работает комиссия по установлению ущерба. Предварительный ущерб, который мы рассчитали по Алёкминскому району, составляет уже 71 миллион рублей. Сегодня Министерство экологии запустило распоряжение правительства по выделению средств как раз вот на единую матпомощь и на финпомощь, распоряжение правительства. И в ближайшее время деньги к нам поступят. Сейчас идет сбор заявлений. Все идет через госуслуги, поэтому наше население и органы местного самоуправления активизировали в данном направлении. Начаты выезды бригады, которые окажут помощь по ликвидации последствий большой воды. Первый Нерюктянский наслед, который сильнее всего пострадал при ледоходе. Вода здесь стояла очень долго, и многие дома были подтоплены под самую крышу. Вот. Встретились и с жителями, посетили вот эти дома, наиболее пострадавшие. Конечно, масштаб серьезный. Вот. Есть ряд домов, которые, судя по всему, после работы комиссии вообще могут быть признаны непригодными для восстановления. На совещании КЧС, которая продолжила работу у главы республики в Алёкминском районе, заслушана информация министерств и ведомств. По итогам точечно обозначены необходимые действия. Даны конкретные поручения. Вот. Они в целом схожи с теми решениями, которые нами уже приняты по Намскому улусу. И так как по Алёкминскому улусу наиболее пострадавшим у нас является Первый Нерюктянский наслед, там тоже будет создана отдельная рабочая группа во главе заместителя министра строительства, который будет координировать весь ход работ. Будет также по линии Министерства сельского хозяйства оказана помощь сельхозтоваропроизводителям. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск.